Ему было 4,5 года, когда началась война. В памяти мальчишки отложились события тех страшных лет. Сегодня я хочу рассказать о заслуженном учителе Беларуси Макарчуке Михаиле Ивановиче, жителе агрогородка Индура. Он родился 1 января 1938 года. Великая Отечественная застала Михаила Ивановича в деревне Воробьевичи, что на Слонимщине. Он был одним из 4 детей у родителей, простых крестьян, которые трудились от зари до зари. В простом деревенском домике ютились 9 человек. Страшнее всего маленькому Мише было проходить возле немцев. Он боялся, что они могут выстрелить. Папа запрещал даже смотреть в их сторону. В начале деревни стояли подбитые русские танки. Мальчишки лазили в боевые машины, исследовали, ели в основном тушеную картошку и сахарную свеклу. Этот приторный вкус Михаил Иванович помнит по сей день. Хлеб мама Михаила пекла сама. А в 44-м, когда деревню освободили, Михаил вместе с братом Степаном пошли в школу. Она располагалась в небольшой деревенской хатке. После ходил в Чемерскую семилетку за 3 километра от деревни, затем поступил в среднюю школу номер 1 города Слонима. Учиться очень нравилось, особенно тяготел к математике, и был первым в своей деревне, кто поступил в высшее учебное заведение Гродненский пединститут. Всю свою дальнейшую жизнь Михаил Иванович связал со школой. Начинал учителем математики в Житомлянской, затем в 40 лет был директором в Индурской средней школе. Здесь встретил и свою любовь, учителя химии Евгению Михайловну, с которой живут душа в душу уже 60 лет. Много уроков провел за свою жизнь, но всегда учил детей главному – ценить то, что живем под мирным небом.